Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. Меня зовут Астарта Сантия. И сегодня мы делаем расклад на недельку его мысли, чувства, действия, планы на вас. Неделька у нас начинается с 9 по 15 марта. И всех дам поздравляю с прошедшим 8 марта. И желаю вам, конечно же, будьте счастливы, будьте любимы, будьте здоровы. Пусть жизнь будет прекрасной, красивой, наполненной прекрасными моментами, счастливыми, чудесными, волшебными. И всего самого-самого наилучшего. И, конечно же, пусть сбываются все ваши мечты, даже самые невероятные и какие-нибудь, знаете, волшебные. Итак, перед вами, как обычно, 3 варианта. Выбирайте свой, а я перехожу к первому. Ну что, единички, смотрим вас и его мысли о вас сегодня. Вы знаете, мужчина, такое ощущение, что понимает и осознает, что некий этап в отношениях, он подходит к концу. И уже отношения требуют неких перемен, некого обновления. Но пока он не знает, как этих перемен и этого обновления добиться, либо с чего начать. Понимать, что вы немного на этой недельке будете от него отгорожены, закрыты. Как-то будете четко ему показывать свои границы, не допускать его близко к себе. Между вами будет такое эмоциональное и ментальное некое расстояние. Он будет пытаться как бы до вас достучаться, да, понять, что же происходит, почему произошло охлаждение, почему вы немного отдалились и закрылись, но, скорее всего, ему это не удастся. Вы не пойдете на контакт, вы все равно будете сидеть в своем неком таком мирке, в своей некой башенке, да, и его к себе не допустите. Но мужчина также понимает, и так еще и с вашей подачи, дорогие дамы, он поймет, что так, как было раньше, уже не будет, так, как было раньше, уже не работает, и нужны перемены, нужно переходить на некий новый уровень и пытаться отношения изменить. Потому что раньше, если продолжать в том же духе, как вы и были, да, на том же уровне, то это уже начинается некий застой. А хочется перемен, хочется отношений, хочется какого-то обновления. Также тут вполне может быть, что вас, дорогие дамы, либо мужчину отправят в командировку, в какую-то поездку деловую, связанную с работой, с новыми проектами. Еще и об этом мужчина может думать. Но, опять же, да, все-таки это расклад на отношения, и в отношениях его мысли о вас, что я говорила выше. Также мужчина по книге все равно постоянно будет находиться, знаете, вот такой в активной позиции, в том смысле, что он будет пытаться вас разгадать, раскусить, понять, что же происходит, почему так происходит. Вот здесь вот, да, книга — это все-таки намек на некое изучение, на постижение чего-то нового, да, чтобы разобрать по винтикам, да, и понять, что происходит. Вот у него здесь тоже такой настрой может быть, чтобы вас понять, вас раскусить и узнать глубже, что же вы за человек и что с вами происходит, и как вы передаете все свои переживания на физике, внешне. И что вы оставляете у себя внутри, никому не показываете, и его еще и близко не подпускаете к себе. Далее чувства. В чувствах влюбленность. Но как интересно выпало, да, у нас в центре карты сердца триада, а по краям карта крест, такая тяжелая карта, депрессивная, тяжеловесная карта. Иногда даже не всегда она показывает такую некую судьбоносность, да. И с другой стороны у нас карта клевер, наоборот, кардинально другая карта. Это карта легкости, карта удачи, карта такого, знаете, воздушная, когда все налегке и все легко получается, все легко решается, спорится и так далее. И вот здесь в чувствах, да, мужчина как бы
в таком непонятном, немного подвешенном состоянии. Но перевешивает у нас чувство, конечно, влюбленности, чувство привязанности, желание быть ближе, желание быть рядом с вами. Но это все желание, все это немного утяжеляет и некая тяжесть на сердце. Что-то его беспокоит, что-то его волнует, не дает найти, не обрести некую гармонию. Но мужчина понимает, что, конечно же, он влюблен, он к вам привязан. Тут есть чувство любви. И любви такой, он понимает, что это любовь, и его чувства к вам, они его вдохновляют, они его толкают, они его, грубо говоря, да еще и окрыляют, то есть вдохновляют его на некие поступки, на некие действия. Но, опять же, да, мысли тяжеловатые о вас, и на сердце все равно тут есть некое переживание, вот он сильно переживает, волнуется, не на месте сердца. Но из всей триады можно сказать, да, что есть здесь чувство любви и привязанности к вам. Его действия: карта коса, кольцо, букет. Резко, неожиданно для вас этот человек может вам что-то преподнести. Какой-то подарок, какой-то сюрприз, некое предложение. Красивое, удачное, выгодное для вас. Такое ощущение, что он осознает и поймет, что вот сейчас самое время что-то вам предложить и как-то попытаться отношения перевести на некий новый уровень. Почему? Потому что сейчас для него, опять же, хороший положительный период. Тут он получает некие результаты своей деятельности, результаты, причем такие хорошие, заработок, навар, какая-то эмоциональная у него будет подпитка, да, которая даст ему силы, энергию. И самое главное, мужество идти дальше, двигаться дальше. Вот здесь вполне с его стороны может быть некое предложение. Какое угодно предложение, какое он сочтет нужным, тут у нас не видно. Но предложение такое богатое, предложение красивое и достаточно такое серьезное. И, конечно, тут вполне может преподнести вам некий подарок-сюрприз. У кого-то может так и проиграться, что это будет и кольцо, и букет. А для некоторых это будет просто, некий подарок-сюрприз, который вы давно хотели, либо заказывали, либо ожидали сама для себя, а он где-то услышал, где-то, может, вы что-то намекали давно, и он решил вас как-то преподнести к вашим ногам некий сюрприз. И тут, конечно, флирт, легкое общение, свидания, походы совместные куда-то, в общем-то, по отношению к вам мужчина будет достаточно активен на этой недельке. И его планы тоже здесь прекрасны. Карта лилии, карта письмо и карта солнца. Мужчина планирует некие перемены. Мужчина настроен на некие перемены в отношениях. Перемены в сторону лучшего, в сторону хорошего, в сторону более серьезных, более глубоких отношений. Мужчина к вам, конечно же, относится очень даже благородно, красиво. Вас видит такой прекрасной, сексуальной, красивой, привлекательной дамой, энергичной дамой, яркой дамой. И здесь у него в планах, конечно же, общение. Общение на прекрасной, чудесной ноте, такое легкое общение. Опять же, да, если вот это предложение какое-то от него поступит, да, я имею в виду не подарок, а именно предложение неких перемен, то вот здесь как раз-таки в планах это предложение мы видим. Он думает, анализирует, что-то себе планирует по отношению к вам достаточно серьезное и несущее за собой некие перемены. Перемены к лучшему, как новый виток в отношениях, новый этап. Также тут может он вам преподнести какие-то бумаги, связанные вполне себе, может быть, с некой поездкой. Может быть, это будет поездка за границу, в теплые какие-нибудь страны. Может быть, просто какие-то документы, дающие вам надежду на развитие, на движение. Это может быть все что угодно. Какие-нибудь билеты. Там, я не знаю, через месяц, через два куда-нибудь поедете. Могут быть какие-то документы. Все что угодно. Документы, которые, знаете, тоже они меняют, переключают отношения. Может быть, это где-то даже материальные документы, потому что у нас карта рыбы. Может быть, вы покупаете или продаете свое жилье.
и это вам поможет изменить отношения, расширить отношения. Может быть, у вас была какая-то маленькая квартирка, сейчас она будет лучше и комфортабельнее в каком-нибудь лучшем центре города, в лучшем районе города, элитном районе города. Ну вот все, что угодно. Дальше. Сигнификатор мужчины. Карта сад. Мужчина легко к вам будет относиться, мужчина будет открытый, мужчина будет открыт предложениям и сам будет вносить какие-то предложения на ваш рассуд. Мужчина будет декларировать и стремиться куда-то с вами выходить, выход в свет, какие-то посещения, я не знаю, галерей, кинотеатров, театров, музеев и так далее. То есть мужчина настроен проводить с вами как можно больше своего свободного времени. И сигнификатор отношений — карта рыбы. Это погружение в отношения. Это когда двое в отношения погружены с головой. Когда двоим легко и комфортно в отношениях. И, конечно же, отношения могут быть завязаны на неких материальных еще сторонах. Да, это может быть, как я сказала, да, покупка, продажа сейчас некой недвижимости. Или это некая совместная работа, которая там, семейный, может быть, труд, который принесет и приносит свои плоды. Ну и также, конечно, здесь гармония в отношениях, взаимопонимание, гармония, и когда двое похожи, когда двоим друг с другом очень комфортно, когда легко и комфортно молчать, когда люди понимают друг друга с полуслова, с полувзгляда, в общем, и так далее и тому подобное. Это была неделька новая для вас, мои дорогие единички. Я вам желаю всего самого хорошего, красоты, уюта, гармонии, любви. Берегите, любите, балуйте себя, несмотря ни на что. С вами была Астарта Сантье. Всех благодарю, что смотрите мой канал. Как обычно, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Перехожу к двоечкам. Итак, двоечки, смотрим вас и его мысли о вас на следующую недельку с 9 по 15 марта. Ну, он видит вас такой прекрасной, воздушной, благоухающей дамой красивой, привлекательной дамой, конечно же, мечтает о вас. Тут есть такое мечты о вас и некое, конечно же, влечение. Но также мужчина понимает, что вы как-то немного сейчас до него недосягаемые, либо вас разделяют некое физическое расстояние, и он об этом думает и размышляет. И хочет, конечно, перемен. Если, например, я права, и вас разделяет расстояние, да, километры, то здесь вполне может быть, что мужчина думает о том, чтобы к вам приехать, либо как этот барьер, эти препятствия, да, в ваших отношениях преодолеть, как от них избавиться. Мужчина хочет перемен, конечно же, в отношениях. Мужчина хочет некого развития отношений. Мужчина хочет перейти, скорее всего, от таких легких букетно-конфетных периодов, да, и отношений к более серьезным отношениям, к более таким уже стабильным отношениям, к партнерству. Но пока все это мечты. Если же вы в отношениях давно, то здесь просто мужчина хочет перемен, и опять же на этой недельке он будет думать о вас в таком достаточно легком, радужном, прекрасном, вдохновляющем ракурсе. То есть вы для него некий вдохновитель и некий такой путеводитель, знаете. Вот вы вдохновляете его на некие свершения. На этой недельке будете вдохновлять. Либо он будет стремиться и пытаться вам угодить, какие-то ваши желания и мечты воплотить. И будет, конечно же, думать и декларировать вам о том, что ему хочется с вами более серьезных, более семейных, партнерских отношений. В чувствах он по отношению к вам открыт. Тут, конечно, есть привязанность, тут желание быть к вам ближе. Тут он понимает, что тот этап, на котором сейчас отношения находятся, он уже на этом этапе получил некий результат и некую свою выгоду, которую он уже может пощупать, он уже может потрогать. То есть осознанность, что некая ступень, некий этап в отношениях он проходит и преодолен. И сейчас у него
в чувствах, да, и в мыслях есть желание перемен, желание предложить вам что-то более серьезное, что-то более глубокое. Он об этом и думает, и он там чувствует, и, да, судя по действиям, он на этой недельке уже будет пытаться с вами это обсуждать. Но обсуждать так вот издалека будет подходить, не будет говорить вам в лоб, что я хочу чего-то большего, лучшего. Будет как-то, знаете, где-то с юмором, где-то с шуткой, прибауткой вам, знаете, почву, пробовать почву, зондировать почву, чтобы понять, а нужно ли это вам, как вы к этому отнесетесь, а хотите ли вы этого. И так вот хитро, и с одной стороны хитро, а с другой стороны очень, так вот знаете, на мягких лапках, боязно что ли, неуверенно в себе, будет пытаться разузнать, понять, что же у вас на сердце и у вас в мыслях, в голове, да, чтобы ему какие-то свои, некую свою неуверенность, да, преодолеть. Вот тут будет много разговоров, много переписок, много каких-то рассуждений, анализа, но такого достаточно хитрого, но завуалированного под такие легкие разговоры, опять же, да, шутки, что-то несерьезное, что-то даже инфантильное, где-то по-детски может что-то пытаться разузнать. Но за всей этой завесой, за всем этим неким, грубо говоря, притворством стоит, конечно же, серьезные какие-то его мысли, серьезные рассуждения. Конечно же, тут намек еще и на интим, на близкие отношения, на близость с вами тоже у него здесь это в мыслях и в действиях сидит. Он будет вам показывать и декларировать свое желание, свое влечение к вам, свое желание к вам близости. Почему? Я вижу сигнификаторы мужчины. Выпала его личная карта бланка. То есть на этой неделе мужчина будет мужчиной в самом полном смысле этого слова. Будет пытаться защищать, будет пытаться поддерживать, будет пытаться прикрывать, будет опекать, и будет всячески показывать вам, что он мужчина, и он все функции мужские будет выполнять, чтобы как-то вас еще больше к себе расположить. Почему? Потому что у нас и карта отношений, и карта дом. Тут такие гармоничные, теплые, уютные отношения. Когда в отношениях есть покой, уют, гармония, тепло, такой некий очаг, да, к которому люди, оба партнера стремятся. Есть желание друг друга видеть, есть желание друг к другу возвращаться, да, если вы совместно проживаете. Вот по вечерам, да, после работы, вот прям мужчина будет бежать домой, бежать к вам, к вашему совместному домашнему очагу, если вы совместно проживаете. Если нет, отношения еще этой стадии не достигли, то тут, конечно же, в отношениях, опять же, да, тишь да гладь, да, Божья благодать, но в том смысле, что мужчина всячески будет показывать свое стремление, опять же, быть к вам ближе, проявлять тепло, проявлять заботу, проявлять некое такое, неправильно сказала, желание быть с вами и желание вас защитить и оградить от всего негативного и нехорошего. И его планы на вас. В планах, опять же, тут планы Барбаросса, я бы сказала. Мужчина держит в голове какой-то план. План, причем достаточно такой большой, многоходовочка такая. По звездам можно так сказать, что мужчина продумывает именно каждый шаг. И этот шаг, он такой маленький шажочек вперед к развитию, но их достаточно много. И вот здесь эти карты, они и подтверждают. Еще карта Лиса, да, она показывает, что мужчина такой прагмат. Мужчина такой некий стратег, который каждый свой шаг, каждое свое желание он продумывает, просчитывает наперед, на несколько ходов. И здесь в планах, конечно, у него развитие. И он причем уже вот-вот этим своим планом Барбаросса хочет к вам как бы еще больше привязаться, еще больше вас к себе привязать, показать, что он способен быть и другом, и защитником, и соратником, и всем тем, и всем, кто вам нужен.
тем человеком, который, знаете, такой универсал в отношениях с вами, который, опять же, да, может быть и другом, и отцом, и любовником, и мужем, и наставником, и защитником, и каким-то таким мудрым человеком рядом с вами. В общем, тут у мужчины планы Барбаросса на вас, дорогие мои двоечки. Я вам желаю всего самого наилучшего. Будьте здоровы, будьте счастливы, будьте любимы. Берегите, любите, балуйте. Заботьтесь о себе, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Как обычно, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Я перехожу к троечкам. Итак, троечки, смотрим вас и мысли мужчины о вас. Но на этой недельке он видит вас немного закрытой, немного отгороженной от него. С одной стороны, такое ощущение, что вы будете находиться с ним физически, а эмоционально и ментально где-то далеко. И вот здесь он это будет видеть, он это будет чувствовать, и это будет его беспокоить и нервировать. Хотя, с одной стороны, да, как я уже сказала, вы открыты, но он не чувствует, что ли, от вас некая отдача, либо от вас того тепла, той энергии, которая исходит от вас обычно. Вот здесь такие переживания и терзания. Такое ощущение, что вы будете заставлять его, как бы, грубо говоря, да, бегать за собой, пытаться, чтобы он пытался вас, грубо говоря, догнать и растормошить, чтобы понять, что же с вами происходит, с одной стороны. С другой стороны, тут в мыслях, конечно, он думает о любви к вам, о чувствах к вам, о влюбленности к вам, о желании быть к вам ближе, желание быть постоянно с вами, быть с вами, чтобы отношения были легкими, доверительными, открытыми, такими, когда партнеры показывают друг другу свою привязанность и свою любовь, и не боятся об этом сказать или как-то продемонстрировать и продекларировать, что ли, друг другу. В общем-то, мужчина тут прям переживает о вас на этой недельке. Чувства. Клевер, рыбы, ребенок. Тут мужчина открыт к вам. Мужчина доверяет вам, он хочет быть к вам ближе, хочет от вас больше эмоций, больше доверия, больше открытости. Опять же, да, и легкости, самое главное. Вот он, когда отношения чем-то оттяжелены, его это прям гнетет и волнует. Он сразу как будто на шарнирах, постоянно нервничает, переживает, метается, терзается. И вот здесь вполне себе такое может быть, что по рыбкам мужчина может немного, знаете, закрыться, углубиться вот в эти вот переживания и такую некую нервозность. Это с одной стороны. Но с другой стороны, он хотел бы, опять же, да, некой такой близости, именно эмоциональной и ментальной близости с вами, открытости с вами, чтобы не было страха, чтобы не было каких-то опасений, терзаний внутренних. А здесь есть место чувствам, тут однозначно. Просто сейчас такой некий тяжеленький период. Вы знаете, когда, как я уже и сказала, физически вроде вместе, но ментально и эмоционально партнеры друг от друга далеко. Вот тут такое погружение в некие переживания. И действия. Карта всадник, лиса и ключ. И вот здесь, скорее всего, он по лисе. Причем это будет вот-вот, где-то в начале недельки начнет показывать свой характер. Либо огородиться сам, либо что-то будет рассчитывать, что-то будет планировать, что-то вам предложит. И будет ждать от вас, что вы решите, как вы решите, так он делать и будет, так он и будет действовать. Но этот мужчина хитер, этот мужчина умен, этот мужчина прагмат. Он просчитает все ваши ответы, все ваши ходы, все ваши желания, метания, терзания, что вы можете ему ответить, как вы можете ему ответить, и под это все дело он будет подстраиваться. Да, может быть, может показаться, что это просто предложение, и он искренне ждет от вас решения и ответа, но нет. Тут уже все просчитано, тут уже все продумано наперед. Каждый ваш ответ им взвешен, им измерен, и как бы дальше уже просчитан каждый свой ход, каждый свой шаг. И планы. Собака, башня, крест и дерево.
планах, конечно же, вас к себе привязать, в планах, конечно же, отношения развивать, чтобы они росли, чтобы они укоренялись, чтобы привязанность друг к другу она была больше, глубже, и уже чтобы ее можно разорвать, такую связь уже очень и очень тяжело. Но мужчина на этой неделе, как я уже сказала, да, он на неких таких шарнирах и весь в метаниях и терзаниях. Вот его карта бланка, карта метла. И вот в этой колоде это здесь некое такое самобичевание у мужчин. Так вот, и скорее всего ваш мужчина на этой недельке будет такой нервный, как я уже сказала, да, на шарнирах. К нему просто так не подъедешь, не подойдешь, не подскочишь, не подползешь. Он будет достаточно таким взвинченным. Тут нужно будет, опять же, просчитывать каждый шаг, и уже вам, дамы, быть некой такой лисой, некой такой змеей, чтобы мужчина был с вами более открытым, что ли, более таким вот лояльным, чтобы это не превращалось, ваше общение не превращалось в некую ссору, некий скандал. Потому что здесь он может еще и провоцировать. А почему? Потому что не понимает, потому что какие-то переживания у него внутренние есть из-за вас. Но как будут складываться отношения? Тут партнерство, конечно же. Люди понимают друг друга, да, и понимающие друг друга партнеры, они точно знают и осознают, как себя нужно друг с другом вести. В какой момент можно подойти, в какой момент нельзя подойти, дать время передохнуть, как-то переварить все, да, только потом заводить какие-то разговоры. Вот это такой очень мудрый, очень спокойный, очень размеренный подход к отношениям у вас обоих. И отношения, в принципе, на этой недельке должны так и строиться. Хоть как бы он вот здесь не был на шарнирах, как бы он здесь не был нервный и раздраженный, вы, дамы мои дорогие, прекрасные, мудрые, да, вы такие уже с опытом прожили некую жизнь и уже знаете, как нужно себя вести с вашим мужчиной. Даже если это были отношения недавние, да, еще мужчина для вас некая такая загадка, то вполне может быть, что вы просто проявите свой ум, такт и терпение к данному мужчине, которого мы рассматриваем. Вот такой у нас получился вариант номер 3. Я вам желаю всего самого наилучшего. Будьте здоровы, будьте любимы, будьте желанны. Живите полной, прекрасной, красивой жизнью, как говорится, на всю катушку. Красоты вам, терпения, богатства и реализации. Это была Астартова Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Надеюсь, что мой канал, моя работа, мои расклады вам помогают, чем-то поддерживают, направляют, где-то даже оберегают от каких-то ошибок и шагов. И всех благодарю еще раз. Прощаюсь. До встречи. И, как обычно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока.